Наш эфир продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Отмечать такой день в России было решено в 2010 году. Основная цель проведения – привлекать внимание людей к проблеме рассеянного склероза и предупредить распространение болезни. Организаторы и волонтеры распространяют информацию о заболевании и его первых симптомах и призывают вести здоровый образ жизни, правильно питаться и своевременно проходить профилактические осмотры, чтобы врачи могли диагностировать заболевания на ранних стадиях. Международный день борьбы с рассеянным склерозом отмечают в конце мая. На национальный праздник решили проводить 11 июня. Об этом мы поговорим сегодня с гостем нашей программы. Это заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской больницы номер 3, врач-невролог Елена Афонина. Елена Юрьевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в начале беседы, наверное, расскажите все-таки об этом заболевании подробно и почему в нашей стране учредили прям отдельный день по такому заболеванию. Ну, дело в том, что вот рассеянный склероз — это неврологическое заболевание, и оно считается очень распространенным. Пусть занимает 4-е место именно среди неврологических заболеваний. Это заболевание характеризуется тем, что происходит демиелинизация, то есть нарушение миелиновой оболочки нервных стволов и серого вещества. В результате образуются очаги, так называемые бляшки. Почему и называется заболевание склероз, да, рассеянный? Эти бляшки имеют различный диаметр от 2 до 5 миллиметров. Если острая стадия, то до 10 миллиметров. Достаточно большие. И локализация их различная. Обычно они локализуются вдоль мозолистого тела и вдоль боковых желудочков головного мозга, но бывает, что это редко бывает, что поражается спинной мозг. Заболевание, как правило, начинается в возрасте от 15 до 45 лет, то есть страдают этим недугом чаще молодые люди. Из-за того, что вот возраст довольно-таки молодой, конечно, это имеет, люди трудоспособного возраста, это заболевание имеет социально значимое такое значение. Да, и тем более, что женщины поражаются чаще в 2 раза, чем мужчины. А женщины, ну, естественно, выполняют детородную функцию, поэтому заболевание это очень серьезное, и нужно его диагностировать на ранних стадиях. Рассеянный склероз, он имеет несколько типов. Ну вот основной тип — это первично-прогредиентный, когда заболевание постепенно развивается и постепенно прогрессирует. Никаких периодов ремиссии нет. И второй тип заболевания — это вторично-прогредиентное. То есть когда вот периоды ремиссии, они чередуются с периодами обострения. А периоды ремиссии бывают при хорошем лечении достаточно длительные. То есть бывает от нескольких лет до нескольких десятилетий даже. Я вот, например, в своей поликлинике наблюдаю пациентку одну, которая у нас уже 40 лет болеет. Да, у нее вторично-прогредиентное течение. У нее бывают очень большие ремиссии по 10 лет. Да, женщина создала семью, имеет детей, сейчас уже внуков и ведет, в принципе, качественный образ жизни. Ну скажите, а что может привести к такому недугу и как распознать заболевание на ранних стадиях? Какие звоночки, скажем так, должны прозвенеть, чтобы человек задумался? Ну, этот недуг вызывает не одна причина. Тут нужна совокупность нескольких причин. К таким причинам относятся, конечно, какие-то вирусные заболевания, частые, перенесенные, особенно в детстве, вот частые ангины, танзелиты, также хронические стрессы, интоксикация какими-то вредными токсичными веществами, факторы переохлаждения, да, факторы длительного нахождения на солнце.
Ну и, конечно, экология, наша экология, вот особенно в промышленных районах, где с экологией не все благополучно, также имеет э, тоже как бы фактор риска для развития данного недуга. И симптомы, ну вот по нашим наблюдениям, первые симптомы этого заболевания, как правило, проявляются мышечной слабостью. То есть слабость в конечностях, в нижних конечностях. Человек начинает ходить неустойчиво, а, какая-то шаткость при ходьбе появляется, нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение мочеиспускания, также депрессия, плохой сон, тревожность повышенная. И какие-то вот бывают такие элементы покалывания, онемения в конечностях. Но все-таки основной первый симптом, как правило, это вот общая слабость. Человек очень быстро устает, утомляется. После небольшой физической нагрузки его потребность обязательно нужно сесть, полежать, отдохнуть. Скажите, а существуют ли какие-то меры профилактики, которые необходимо проводить, чтобы не все-таки заболеть рассеянным склерозом? Ну, меры профилактики — это, конечно, а, правильное питание, это следить за весом, а также, чтобы не было факторов переохлаждения, исключать вот инфекции, улучшать свой иммунитет. Также, конечно, чаще ходить на профилактические осмотры, проходить обследования ежегодно. В общем, не запускать свое здоровье. Заниматься физкультурой. Ну вот, если, конечно, соблюдать все эти меры, это не стопроцентная гарантия, что человек не заболеет этим заболеванием. Но все равно это, по крайней мере, будет диагностировано на ранних стадиях. А есть ли какая-то определенная категория людей, кто входит, скажем так, в более серьезную группу риска по этому заболеванию? Вот в более серьезную группу риска входят в основном люди европеоидного типа, проживающие вот в таких холодных странах, регионах, как, например, Норвегия, да. Вот у них очень высокая заболеваемость этим недугом. Азиаты болеют намного легче. И женщины, как я уже говорила, болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. И возраст, вот такой возраст от 15 до 45 лет. Но сейчас, к сожалению, в связи с тем, что, в общем-то, становится более людей с ослабленной иммунной системой, у нас начали болеть даже люди азиатской группы населения, чего раньше, в принципе, никогда не встречалось. Подвержены, да, вот еще есть такой типаж женщин, склонных — это голубоглазые женщины, да, с темными волосами. Ну вот вы упомянули, что наиболее подвержены риску развития рассеянного склероза жители так называемых холодных регионов. Подтверждается ли эта тенденция у нас в стране и в частности у нас в республике? Сколько людей страдают таким заболеванием в нашем регионе и какова динамика все-таки? Становится таких людей больше или меньше, может быть? К сожалению, динамика у нас не очень-то положительная. У нас в республике наблюдается более 300 человек, страдающих этим недугом. Из них в основном пациенты проживают в городах. Это город Якутск, город Ленск, город Алдан, Нерюнгри, Мирный. В Улусах там наименьшее количество пациентов. И в городе у нас порядка 45 человек якутов.
Это как бы уже тоже плохая такая, да, динамика, потому что буквально 20 лет назад якуты практически не болели, не страдали этим недугом. Это была только участь вот европеоидных лиц, а сейчас уже болеет наше местное население. И по России насчитывается более 3 миллионов страдающих этим недугом. И вот эта статистика с каждым годом все растет и растет, и растет. И молодеет возраст. То есть раньше это было от 20 до 40 лет возраст, сейчас уже от 15 до 45. Даже бывают, конечно, единичные случаи, когда дебют заболевания приходится на 50 и старше возраст. Ну, не секрет, что существует ряд заболеваний, которые передаются по наследству, в том числе и сердечно-сосудистые, например. Если говорить о рассеянном склерозе, есть ли данные, что это заболевание также может передаваться по наследству? Нет, нет, таких данных нет. Проводились во всем мире генетические исследования, но не подтвердилось. Это заболевание все-таки по наследству не передается. Это не врожденное заболевание, а это приобретенное. Скажите, ну а если говорить о нашем городе, то пройдут ли какие-то мероприятия, посвященные этому дню, дню рассеянного склероза? Да, я хочу сказать, что у нас в республике существует центр рассеянного склероза, которому в этом году исполнится уже 15 лет. Такой вот юбилей состоится в сентябре, ну, в начале октября. И День рассеянного склероза решили вот как бы так отметить широко, с размахом, совместив с юбилеем Центра рассеянного склероза. Эти мероприятия будут проходить у нас, как я сказала, уже в сентябре, в октябре. Уже разосланы приглашения в различные научные институты. Приедут очень много докторов, которые занимаются данной проблемой, чтобы поделиться с нами опытом. И, в общем, будет все это освещено в средствах массовой информации. Да. Ну, мы тоже очень активно готовимся, готовим свои материалы. У нас Центром рассеянного склероза руководит врач-невролог, заведующая неврологическим отделением РП-1, Республиканской больницы номер 1, Оконечникова Людмила Тимофеевна. Вот 15 лет бессменно она руководит этим центром. То есть люди у нас в определенные дни, раз в неделю, по четвергам приходят, консультируются в этом центре, получают коррекцию лечения, помощь. Если человек нуждается в госпитализации, он получает госпитализацию. Елена Юрьевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Но о проблеме рассеянного склероза и о том, как предупредить распространение болезни, мы говорили сегодня с заместителем главного врача по клинико-экспертной работе городской больницы номер 3, врачом-неврологом Еленой Афониной. Берегите себя, не забывайте обязательно носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.